Приступаем к изучению обучающей программы. Доступность общественного объекта, минимальные требования. В первую очередь нам необходимо понять, что же такое доступность, для кого необходимо создавать доступную среду, кто отвечает за создание доступной среды. Для того, чтобы мы с вами говорили об одном и том же свойстве, надо понять смысл слова «доступность» и о какой доступности мы будем говорить. Итак, доступность – это свойство или состояние, то есть возможность доступа к чему-либо. В нашем случае это доступ на общественный объект и доступность получения услуги. Именно так. Без доступности получения услуги доступность самого общественного объекта, в котором эту услугу надо было получить, не имеет значения. Нам важен результат получения услуги или приобретения товара. Основной документ, в котором изложены принципы и руководящие ориентиры в обеспечении жизнедеятельности людей с инвалидностью, это Конвенция ООН о правах людей с инвалидностью. Доступность – это один из принципов Конвенции. Доступность должна распространяться на здания, дороги, транспорт, информацию. В данной обучающей программе мы рассматриваем доступность на здания и помещения общественных объектов, но также мы будем затрагивать и доступность транспортной инфраструктуры, информации. На слайде вы видите список основных условий обеспечения доступности общественного объекта. В каких случаях мы можем утверждать, что общественный объект доступен для людей с инвалидностью? Во-первых, когда отсутствуют физические и информационные барьеры. Например, вход в общественный объект расположен на нулевом уровне. То есть для того, чтобы зайти внутрь здания, не нужна лестница, не нужен пандус, не нужен электрический подъемник. И такой вход оборудован тактильными дорожками или различными указателями движения, электронными табло и так далее. Во-вторых, когда есть барьеры, но есть и приспособления, помогающие преодолеть эти барьеры. Например, лестницы, пандусы, кнопки вызова персонала, поручни, лифты и так далее. С помощью элементов доступности человек с инвалидностью может попасть в здание, передвигаться по зданию и получать услуги. Третье условие – возможность передвигаться и получать услуги самостоятельно, безопасно и с комфортом. Люди с инвалидностью должны иметь возможность вести самостоятельный и независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, получать какие угодно услуги, передвигаться не только самостоятельно, но и без того, чтобы подвергать жизнь опасности, а также жить с комфортом, удобствами. Что это значит? Человек с инвалидностью должен иметь возможность самостоятельно, без помощи другого человека, пойти туда, куда ему нужно, попасть в то здание, в которое ему нужно, получить необходимую услугу или приобрести нужные товары, выйти из здания целым и невредимым и с хорошим настроением, вернуться домой. Все обычная повседневная жизнь обычного человека. Ничего особенного. Для чего необходимо реализовать эти три условия? Чтобы обеспечить возможность достижения целей. У каждого из нас есть цели, достижением которых мы озабочены. Мы хотим получить образование, для этого должны быть доступны для всех здания детских садов, школ, колледжей, вузов. Мы хотим быть здоровыми, для этого должны быть доступны аптеки, поликлиники, больницы, стоматология. Мы хотим купить продукты, для этого должны быть доступны магазины. И так во всех сферах жизнедеятельности. Спортивные залы и бассейны, библиотеки и музеи, кафе и рестораны, гостиницы и жилые дома. Продолжать можно до бесконечности. Нам просто необходимо устранить барьеры, мешающие доступности. Тогда жить комфортно смогут все наши сограждане. А вот теперь нам надо понять, для какого количества людей необходима доступная среда. По разным оценкам, в мире проживает от 10 до 15% людей с какой-либо формой инвалидности. По данным Всемирной организации здравоохранения 15%, по данным ООН 10%. Из-за различных барьеров архитектурных или физических, операционных, информационных, коммуникативных,
Люди с инвалидностью не имеют равного доступа к базовым ресурсам, таким как образование, занятость, здравоохранение, системам социальной и правовой поддержки. В настоящее время в Казахстане проживает более 700 тысяч людей с инвалидностью. Если прибавить к людям с инвалидностью все категории людей, которых относят к маломобильным, то общая цифра составит более 40% населения. То есть более 7,5 миллионов человек в Казахстане в большей или меньшей степени сталкиваются с барьерами, препятствующими независимой и качественной жизни. К маломобильным людям относятся не только люди с инвалидностью, но и дети, пенсионеры, беременные женщины, временно травмированные. Если смотреть еще шире, то потребность в безбарьерной среде испытывают не только маломобильные группы населения, но и люди, передвигающиеся на велосипедах, роликах, с багажом и так далее. Почему важно для общества обеспечивать доступ людям с инвалидностью ко всем сферам общественной жизни? Во-первых, это вопрос справедливости и уважения. Люди с инвалидностью имеют те же права, что и другие, в том числе право на всестороннее участие в общественной жизни. Во-вторых, во многих странах это закон. Уже 179 государств ратифицировали Конвенцию ООН о правах людей с инвалидностью. Факультативный протокол к ней ратифицировали 95 государств. В этих странах либо приняты конкретные законы, касающиеся прав людей с инвалидностью, либо закреплены эти права в конституциях. В-третьих, доступ для людей с инвалидностью улучшает доступ для всех, благодаря тому, что общественные места и объекты физически доступны для людей с инвалидностью, они также становятся более доступными для людей, которые могут не иметь инвалидности, в том числе для семей с детскими колясками, людей с чемоданами и сумками на колесиках. Создание пандусов и съездов в качестве встроенной функции окружающей среды приносит пользу всем. Какие бывают барьеры? Архитектурные или физические барьеры – это пороги, узкие двери, заставленные мебелью коридоры, лестницы и крутые пандусы, бордюры и так далее. Операционные барьеры – это нелогичные и неудобные процедуры обслуживания. Это неквалифицированный персонал. Информационные барьеры – это недоступные для людей с инвалидностью системы навигации и ориентирования, отсутствие информации об услуге и способах ее получения. Коммуникативные барьеры – стереотипы в отношении людей с инвалидностью, которые, как правило, имеют негативный смысл. Следует отметить, что для людей, имеющих разную категорию инвалидности, значимыми являются разные барьеры. Так, что имеет значение для людей, передвигающихся на кресло-коляске, совершенно не влияет на качество жизни людей с инвалидностью по зрению. Поэтому была структурирована информация виды барьеров для людей с инвалидностью, в которой выделены основные значимые барьеры. Первая категория людей с инвалидностью, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата. Людей с инвалидностью этой категории разделили на три больших группы. Люди, передвигающиеся на кресло-колясках, люди с поражением нижних конечностей и люди с поражением верхних конечностей. Для людей, передвигающихся на кресло-колясках, непреодолимы высокие пороги и ступени, неровное, скользкое или мягкое покрытие, бордюры без съездов, узкие дверные проемы, лестницы без пандусов, пандусы без поручней, коридоры, заставленные мебелью, необорудованные санитарно-гигиенические комнаты, отсутствие места для разворота кресла-коляски. Для людей с поражением нижних конечностей, использующих трости, костыли, опоры, важно отсутствие высоких порогов, ступеней, наличие ровного и нескользкого покрытия, правильно установленных пандусов и поручней, мест для отдыха на пути. Для людей с поражением верхних конечностей значимы все барьеры для действий руками, открывание дверей, пользование кранами и выключателями, написание текстов и так далее. Следующая категория людей с инвалидностью по зрению. Для них значимыми являются другие барьеры. Во-первых, это препятствия на пути движения, мебель, колонны, тумбы, с
скамейки на тротуарах, ветви деревьев и так далее. Во-вторых, ступени разной высоты и бесконтрастного обозначения. В-третьих, отсутствие информационных табличек, написанных шрифтом Брайля. В-четвертых, отсутствие поручней на лестничных маршах. В-пятых, отсутствие дублирующей звуковой информации, например, на пешеходных переходах, в лифтах. Для людей с инвалидностью по слуху важное значение имеет наличие зрительной информации и переводчика жестового языка. Значимы информационные барьеры и отсутствие дублирующей световой информации при чрезвычайных ситуациях, например, в лифтах. Людям с интеллектуальной инвалидностью трудно ориентироваться в пространстве, трудно читать сложные тексты, поэтому для них необходимо размещать различные навигационные таблички. Желательно использовать вместо текста рисунки, пиктограммы или текст, написанный простыми словами. Из-за вышеперечисленных барьеров люди с инвалидностью не имеют равного доступа на общественные объекты. Что может исправить эту проблему? Создание безбарьерной среды. Среды, которая позволит людям с инвалидностью самостоятельно, безопасно и свободно передвигаться. Цель безбарьерной среды – это поддержание независимого функционирования людей, возможности их участия во всех видах деятельности, без посторонней помощи. Обобщая эту информацию, были разработаны рекомендации для собственников общественных объектов при обеспечении доступности для людей с инвалидностью. Так, для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо создать безбарьерную среду не только в здании, но и на прилегающей к нему территории, а также в помещениях. Следует обеспечить сопровождение сотрудниками по просьбе человека с инвалидностью. Именно так, по просьбе. Если человек с инвалидностью не просит о помощи, значит он может и хочет самостоятельно передвигаться. Для людей с инвалидностью по зрению следует оборудовать визуальные и тактильные указатели, обеспечить сопровождение сотрудниками по просьбе человека с инвалидностью, разместить в помещении текстовую информацию в доступном формате. Для людей с инвалидностью по слуху необходимо обеспечить доступ переводчика жестового языка, а также дублирование голосовой информации текстовой. Людям с интеллектуальной инвалидностью следует предоставить понятную информацию на простом языке, разместить указатели направления движения, обеспечить сопровождение сотрудниками по просьбе человека с инвалидностью. Когда необходимо обеспечивать доступность общественного объекта? Если на данный момент общественное здание проектируется или строится, то нормы доступности должны соблюдаться в полном объеме. Если общественное здание уже введено в эксплуатацию, при этом оно недоступно для людей с инвалидностью, на нем необходимо провести адаптационные работы. То есть, если в здании есть барьеры, их необходимо устранить. Это происходит в следующих случаях. Когда есть жалобы на отсутствие доступа, кто-то должен подать жалобу на недоступный общественный объект или помещение. Когда проводится реконструкция или капитальный ремонт общественного объекта, это время, чтобы убедиться, что сделано все возможное, чтобы объект стал доступным. Важно, чтобы собственники объектов, архитекторы, проектировщики, строители думали о том, как лучше всего обеспечить доступ. Когда общественная группа работает над улучшением или адаптацией общественного объекта или помещения, общественная группа может провести мониторинг здания или помещения, разработать рекомендации по адаптации или подать жалобу в компетентный орган на недоступность объекта или части объекта. В этом случае необходимо привлекать людей с инвалидностью или экспертов. От того, как вы проведете мониторинг, как оцените доступность общественного объекта по результатам проведенного мониторинга, какие рекомендации разработаете, будет зависеть качество проведения адаптационных работ и в итоге уровень доступности общественного объекта. Ответственность за формирование доступной среды, обеспечение доступности общественных объектов лежит на значительной части общества. Это сами люди с инвалидностью. Люди с инвалидностью часто самостоятельно отстаивают свои права.
Они могут и должны демонстрировать, как на них влияет отсутствие доступа, а также рассказать о своем опыте для того, чтобы сделать общественные объекты максимально доступными. Ответственность несут организации, занимающиеся защитой прав людей с инвалидностью. Помимо того, что обеспечение доступа является одной из причин существования этих организаций, люди, которые в них работают, знают законы, касающиеся обеспечения доступности информации, общественных объектов и услуг. Ответственность несут законодательные и исполнительные государственные органы, которые могут разрабатывать законы и социальную политику. Сюда в том числе относятся контролирующие органы, обеспечивающие соблюдение требований законодательства и строительных нормативов. Еще одна группа – заказчики строящихся объектов. Им выгодно учитывать доступность по ряду причин. Во-первых, с экономической точки зрения имеет смысл при строительстве сразу учитывать требования доступности, так как это дешевле, чем потом все переделывать, что в итоге увеличивает стоимость проекта. Во-вторых, это увеличение количества людей, которые смогут посещать объект в качестве покупателей, потребителей услуг или работников. Ответственность несут архитекторы и проектировщики. Архитекторы и проектировщики обязаны включать элементы доступности во все свои проекты. Они должны понимать свою ответственность за создание доступной среды и внимательно относиться к потребностям людей с инвалидностью. Ответственность несут организации, предоставляющие общественные услуги. Эти организации обязаны быть доступными, потому что отсутствие доступа приводит к различным формам дискриминации. Например, лишает возможности людей с инвалидностью учиться, приобретать товары и услуги, лечиться, посещать выставки, кинотеатры, стадионы и так далее. За формирование доступной среды ответственны и работодатели. Для работодателей имеет смысл убедиться, что они могут нанять лучшего из претендентов. Предоставление доступа к своим рабочим местам позволяет им делать это, не беспокоясь о том, есть ли условия у человека с инвалидностью для эффективного выполнения трудовых обязанностей. Ну и, наконец, ответственность несет судебная система, когда это необходимо, когда физическое лицо или государственный орган не могут прийти к соглашению об обеспечении доступности, суд может решить спор в соответствии с законом. Таким образом, можно сделать вывод, что доступность – это ответственность общества за создание условий для всех членов этого общества, которая предоставляет возможность людям с инвалидностью для полного и эффективного участия в жизни общества наравне с другими. Подводим итоги. В этой части обучающей программы мы с вами определили, что такое доступность, какие существуют барьеры для людей с инвалидностью, кто несет ответственность за формирование доступной среды. В следующей части мы рассмотрим основные нормативно-правовые акты, регламентирующие обеспечение доступности на общественных объектах. До встречи!